И снова в поисках творческих людей наша съемочная группа приехала на сухумскую фабрику «Модатекс». В этом царстве красочных тканей, полок с нитками и пуговицами, манекенов в стильных одеждах вас обязательно встретит администратор Ламара Махария и ответит на любой вас интересующий вопрос. Ну а нас интересовала креативная молодежь. И такая есть в лице молодой портнихи Хамиды Цвейба. Выпускница факультета дизайн одежды в АГУ, Хамида шьет абхазский женский стилизованный костюм. Изучив национальный орнамент по научным статьям Елены Малия, она создает удивительно красивые вещи, сочетающие в себе и национальное, и современное. Ее коллекция насчитывает уже 15 платьев. С ними она принимает участие на многих выставках и в Абхазии, и в Москве. Но, как оказалось, у Хамиды Цвейба есть еще одно увлечение – вышивание картин. Этот необычный вид искусства просто завораживает. Стал близиться день рождения моей мамы. Естественно, я стала задумываться, что же мне ей подарить. Хотелось, чтобы это было что-то такое, что, как говорится, запало бы в душу. Тогда я решила смастерить что-нибудь своими руками. Ведь, как мы знаем, ручная работа, она не может остаться равнодушной. Тогда я подыскала все необходимые материалы, которые у меня были, вот ленты разных цветов, разных ширин. Вот мне пришла такая идея вышить цветы. Я знаю, что одними из любимых цветов моей мамы были нарциссы. Вот я и решила именно их и вышить. Начала, вот как бы вышила, закончила всю картину. Далее заказала багетную раму, тоже подобрала по цвету подходящую и подарила. Естественно, мама была в восторге, ей очень понравилось. После этого мне стали звонить друзья, те, которые уже видели эту картину, знакомые, спрашивать. Ну, я решила вышить еще одну. За нарциссами последовала вот сирень вон там. Сирень я вышивала, правда, подольше, так как известно, что там маленькие цветочки, их много. Но ее тоже закончила, вот она пока у меня здесь, украшала мою комнату. И вот уже за этими картинами одной и второй последовали уже на заказ вышитые картины. Были различные цветы, заказывали. Кто-то спрашивал по желанию, а сможешь ли ты вышить именно такие цветы? То есть уже я стала черпать какие-то источники, интернет нам в помощь, как всегда, просматривать мастер-классы различных вот мастериц именно по вышивке лентами. Их сейчас очень много, в России сейчас очень многие как бы занимаются этим. Вот как бы на сегодняшний день мною вышито около 20 картин, часть из них продана, часть из них есть в наличии, часть из них подарены мною как бы многим друзьям, знакомым, родственникам в основном. Вот на сегодняшний день я вышиваю тоже заказную работу, орхидею. Вышила вот тут уже вот две веточки, такой цветущий, удивительный цветок, правда. Фаленопсис называется. Как мы знаем, орхидеи есть разных видов, то есть разновидностей их куча, много. Вот я выбрала вот такой, мне нравится вот их сочетание такой нежно-сиренево-фиолетовый с белым. Сейчас буду делать третью веточку. Давайте, наверное, начну. Так, для этого вот я беру ленту такого вот цвета, ближе к веточкам орхидеи для начала. У меня есть такая большая игла, которой я работаю с таким вот большим ушком сейчас. Это специально игла для вышивки лентами. У нее вот такое большое ушко, благодаря которому лента легко проходит через ткань и вообще через ушко иглы. Беру ленту, вот край, обрезаю ее по диагонали. Далее зажигалка, это вот, я не знаю, необходимый атрибут. Опаливаю конец, для того, чтобы лента не разошлась, потому что она имеет такое вот свойство расходиться после среза. Вставляю вот в иглу. Так, конец закрепляю. Отрезаю необходимый мне отрезок.
кончик тоже вот обрабатываю зажигалочкой. Теперь вот с изнаночной стороны находим место, вот откуда выходит веточка, допустим, вот так вот, протаскиваю. Очень часто, кстати, я использую плоскогубцы, самые обычные. Сейчас я их не вижу, потому что иногда лента очень туго проходит. Смотря какая ткань еще по плотности. Так. Вот я беру эту ленту на расстоянии вытянутой руки, закручиваю ее. Очень прям плотно. И вот выкладываю форму такую веточки. У орхидеи она какая-то вся изогнутая, можно даже протащить, я думаю, вот так. Так вот. Далее перейдем к цветку. Для этого мне нужна белая лента. Так, белая лента вот такой вот ширины 2,5 и белая лента 12 миллиметров. Так, сейчас. Небольшой отрезочек. У орхидеи всего 6 лепестков, поэтому я сейчас сделаю 3 нижних и 2 вот эти вот верхних пошире, из ленты, которая пошире. Ну, посадим пока вот тут, я думаю, цветочек. Так, с изнаночной стороны прокалываю и делаю обычный ленточный стежок, называется. То есть я просто смотрю, как ложится лента, и прокалываю опять же на изнаночку. Вот пальчиком, либо же каким-нибудь таким вот кругленьким предметом. Я иногда пользуюсь кисточкой, то есть я подкладываю, и она мне формирует лепесточек. Такой красивый, объемный. Что касается самой вышивки лентами, я думаю, это нужно сказать, как она появилась, как она зародилась. В начале 18 века появилась она впервые во Франции. Еще во времена короля Людовика XV стало модно украшать обыденную одежду, то есть все придворные, они не хотели носить обычную одежду, вот им хотелось чем-то украшать. Они придумали, стали украшать одежду всякими аппликациями, вышивками, в том числе и лентами, кстати. Так. Таким образом, даже, кстати, сам Людовик XV, вот я вычитала, посмотрела, что он сам своими руками вышивал свою же одежду лентами и вот носил ее. Далее эта вышивка уже попала в Англию, в конце в Америку, в России сейчас очень многие занимаются, как я уже говорила, мастерицы. Если посмотреть, многие даже как бы это, то есть доход такой, как основная работа у них. Так, вышивка лентами, вообще, не знаю, я, например, в нее влюбилась, вот начала и с первого раза. Действительно, это очень такой удивительный вид рукоделия. Начнешь один раз, и, я думаю, как и у меня, не захочешь заканчивать, то есть бросать ее. Так, вот третий лепесточек орхидеи. Если вы замечали, именно у этого вида орхидей, фаленопсис, то, что я вышиваю, у них вот такой язычок какой-то имеется. Если посмотреть живые цветы в природе, у них действительно такой вот язычок яркого цвета. То есть как я это передаю. Опять же, кусочек маленький кусочек ленты, отрезок. Так вот прям в таком вот виде режу. То есть без всяких форм, как вот ножницы возьму, так и режу. Такой язычочек маленький. Тоже обработала. Теперь вставляю так, в центр наш лепесточек и этим лепестком, язычком вернее, вместе с ним прокалываю и протаскиваю сюда, наизнанку. Готов наш вот цветочек орхидеи, но мы понимаем, что в природе он не может быть таким однотонным, то есть чисто белым. Как мы знаем, один цветочек растет на солнышке, один в тенечке, на какой-то цветок попадает больше света, вернее, на другой меньше, поэтому мне в помощь приходят краски. То есть я делаю после того, как закончила композицию, уже в общем, сейчас показываю один, но
После того, как закончила всю композицию, перехожу к тонированию лент. Для этого я беру краски. Вообще иногда беру акрил, но сейчас в данный момент у меня его нет, я использую самую обычную гуашь, даже иногда акварель. Немного фиолетового цвета, вот буквально чуть-чуть. Смачиваю хорошо кисточку и просто по краям, таким вот легким движением. И краска сама растекается по ленте. За счет того, что я вот много водички сделала и так, как ей нужно, то есть я здесь только работаю, вот как бы не утруждаясь. Лента сама здесь все за себя делает. Так. Главное здесь вовремя остановиться вот с цветом. Все, в принципе. Что касается язычка, он у нас идет вот темно-бордового цвета в этом виде орхидеи. Я также его вот даже могу совместить эти цвета. И прям окрашиваю его. Все, орхидея. Сейчас скажу про то, что такие вот какие-то прожилки на таком виде есть. Вот как бы чуть-чуть буквально полосочки такие. И все, я думаю, на моих глазах, вот на ваших глазах расцвел еще один цветочек орхидеи. Меня это очень прям, не знаю, у меня такие эмоции, такой поток позитива от того, что вот мне нравится, что сейчас был пустой кусок ткани, и на нем расцвел такой полноценный цветочек. Мне это очень нравится, меня заряжает это позитивом. Я рада делиться им с другими, очень. Для того, чтобы вышить тюльпан, я начинаю, как я уже говорила, с лицевой стороны. Вообще, изначально, конечно, я рисую такой вот, эскиз, если это какая-то большая композиция. Ну, тут сейчас я сразу начну. Так, протаскиваю. Для чего это делаю, я сейчас тоже вот вы поймете наглядно. Далее, еще раз. Чтобы тюльпан получился вот объемным, для этого я и сделала такой вот небольшой узелочек, благодаря которому тюльпанчик будет, вот если я сейчас проведу, такой вот объем, воздушность будет благодаря тому, что я вот сделала именно это. Но, как мы знаем, у тюльпана идут 3 таких нижних лепестка, я их делаю с помощью ленточный стежок называется, то есть прям в центр ленты я вот протаскиваю, прокалываю, протаскиваю иглу. И когда я подтягиваю один край кромки и второй край кромки, формируется такой вот некий лепесточек. Такой вот. Вообще, конечно, хочется призвать любую девушку, чтобы она попробовала. Вообще, как в старину было. Любая девушка должна была как бы уметь шить, да? Любая вообще женщина когда-нибудь в своей жизни держала иголку с ниткой. То есть я думаю, если каждая найдет
определенное время, да, пусть там полчаса, попробует, может быть, ее завлечет, как и меня. Я уверена, что так и будет. Мы снимали эти кадры у Хамиды дома, ведь она находится в декретном отпуске. Супруг Хамиды, Адам Рашуба, поддерживает жену в ее увлечении. В семье 2 детей – Анна и Астемир. Картины, вышитые руками хозяйки дома, радуют глаз и создают неповторимую атмосферу благополучия и гармонии.